Без сомнения можно сказать, что самые масштабные работы в этом году в Энтинском округе пройдут в одном из отдаленных сел, а именно в селе Петрунь. До конца года жители здесь ждут реализации сразу двух масштабных проектов – капитального ремонта школы и строительства ФАПа. Здание школы было сдано в эксплуатацию в 1969 году. Новое двухэтажное, оно распахнуло двери для огромного на тот момент количества школьников села. С тех пор капитальных ремонтных работ не проводилось. Было только пристроено здание интерната. Сегодня он тоже полностью обновляется. Как идут ремонтные работы, в начале июля лично проверила министр образования и науки Республики Коми Наталья Якимова. Вместе с ней в Петрунь приехали депутат Государственного совета Александр Попов, глава муниципального округа Григорий Николаев, прокурор НТ Борис Игнатов, специалисты администрации и городского управления народного образования. Сразу с лодки на объект. Сегодня здесь трудится бригада из 30 человек, практически все местные. На объекте постоянно находится руководитель подрядной организации, которая выиграла аукцион. Он же рассказал о трудностях, с которыми столкнулись специалисты во время проведения работ. При демонтаже вскрылось очень много работ, которые требуют необходимых срочных принятия технических решений, которые мы принимаем. Совместно с, у нас, допустим, вот по фундаменту мы разрабатывали оголовки свай, затем узлы новые, допустим, сметой было предусмотрено демонтаж венцов в небольшом количестве, там, по-моему, 380 метров погонных. По факту у нас в районе 3 километров будет замена, потому что когда разбирали здание, весь брус, который был ниже отметки 0, он был весь смерзшийся и сгнивший. Полы просели где-то сантиметров на 30 на 40. И здание покосилось. Вот то, что вы сейчас это вы уже устанавливаете. Это мы уже сейчас дойдем туда, да, посмотрим. Подрядчики заехали на объект 1 марта. Сразу же начали завозить в село весь необходимый для работы материал. Вначале по зимней автодороге, на буранах, летом используя баржи. Все, что на данный момент нужно для выполнения работ, в наличии имеется. Специалисты подошли ответственно к стоящей перед ними задаче. Для того, чтобы стройматериалы не испортились из-за капризов погоды, были построены склады, несколько бытовых помещений и оборудован столярный цех. Весь необходимый материал завезен для конструктивных решений, для каркаса, для кровли, для фундамента. Все находится на площадке на строительной. Вот можете посмотреть. Столярка. Столярка, я сейчас все покажу, у нас все уже оборудовано, да. У нас оборудованы и зоны производственные, где... Кровельные материалы, чердачное перекрытие, утеплитель. 100%. 100%. Да. Вот, периодически где-то раз в 2 недели подходит вагон в НТУ. Вот, мы там аккумулируем материалы и один раз, наверное, в месяц завозим. Ну, сейчас вот мы 4 баржи завезли материалов. Вот, и планируем где-то недели через 2 еще 2 баржи завезти. А что еще не завезено? А у нас не завезено система отопления, она находится в НТ на складе. Вот, дополнительный утеплитель, который... Вот. У нас по факту осталось закупить сайдинг на... Внешняя обшивка, да? Обшивку, да. Колеровка уже у вас понятно. Колеровка. У нас же сейчас единый стиль, да, по школам. Далеко тут еще до сайдинга? Ну его покупать-то надо. Покупать надо, завозить надо, да. Там надо посмотреть мембрану. У нас 2 раза мы при капремонтах ошибались, мембрану не пожароустойчивую. Еще надо надзор, чтобы посмотрел. 2 раза мы вскрывали потом металлосайдинг и меняли мембрану. Но мы все узлы совместно с заказчиком и с технадзором согласовываем перед началом работы. Существующее здание школы, по словам очевидцев, построили очень быстро. Но, видимо, в работах участвовали больше не профессионалы, а любители, потому что демонтаж показал несоблюдение конструктивных решений при строительстве. В итоге привело к тому, что здание, говоря языком специалистов, расплылось. Что здесь на основном здании происходит? На основном здании сейчас заменены венцы. Вот. К концу недели здание будет опущено в отметку 0. И вот 5-й венец, самый основной, это идет сборка лаги из лиственницы у нас. Вот, они вечные, то есть они при взаимодействии с водой они простоят лет 100. Вот. 5-й венец закрывает лаги и закрывает их в замок. Вот. До этого было сделано немножко не так. И поэтому здание расплывалось, вот, и особенно вот интернат выдавливало маурлаты. То есть замка не было, и поэтому была подвижность. Была подвижность. Понятно. Вот, демонтировали выгребные ямы,
А септик уже тоже емкости закупили? Септик имеется у нас в наличии. Вот. Мы будем переносить. Заказчик нам выдал. Да. Планы все имеются. А вот теплосети все эти? Теплосети у нас наружные остаются. Они так и остаются? Да, у нас здесь ввод в интернат, там получается чуть дальше ввод в основное здание. А переход вот этот мы не трогаем? Мы все трогаем. С ним что будем делать? А мы стены штукатурим простой штукатуркой и также введем стиль сайдингом отшиваем. Его укреплять ничего никак не Нет, надо? здесь достаточно нормально. То есть мы отбили штукатурку, которая у нас отваливается. Но столярку меняете тоже, да? Да, вот это? Да, но здесь кровля плоская, поэтому, скорее всего, будем ставить стропила также и, в едином стиле. С погодой в этом году Инте и селам не повезло. Лето на севере и так коротко, а в этом году еще и сырое. Есть вероятность, что отопление придется включать раньше обычного, а это значит, что уже в августе должен быть готов тепловой контур школы, в том числе заведена система отопления. Система отопления когда вы планируете монтировать по вашему плану? В августе месяце. Потому что в сентябре она должна стоять уже, иначе вы не сможете. В сентябре уже котельную запускать, да? Тут же холодно. В августе система отопления должна быть заведена. Как это часто бывает при ремонте таких старых помещений, строители во время демонтажа нашли настоящий клад. Вернее, как его прозвали жители совместно с подрядчиками, артефакт. Рисунок на стене в кабинете коми-языка и литературы. Его автором является выпускница школы Любовь Беляева. Примерное время создания изобразительного произведения – начало 90-х годов прошлого века. Любовь Беляева получила профессию учителя изобразительного искусства и черчения, преподавала в родной школе. Живопись на стене стала настоящим сюрпризом. Художница изобразила сцены из жизни оленеводов, занятых работой, и пасущихся оленей. Рисунки сохранились практически в первозданном виде. Министр образования Наталья Якимова, узнав о находке, предложила подрядчикам попытаться сохранить этот привет из прошлого, хотя бы в виде точной копии. Еще достаточно много лет назад уже было понятно, что здание в очень ненадлежащем состоянии. По разным причинам: и здание самой школы двухэтажное, типовое, кстати, и здание интерната, где дети живут. А дети живут здесь до сих пор, и интернат здесь нужен. Были разные у нас процессы, мы со строительством занимались и готовили документацию, но здесь были ряд таких сложностей, которые бы повлекли за собой длительный период, то есть несколько лет. Но вот пришла программа капремонта школ, и просто у нас уже есть опыт, когда мы ремонтировали такого же типа школы, тоже в очень неудовлетворительном состоянии, и, в общем-то, получалось. И эта программа, она более быстрая и тоже эффективная. Тем более сюда привлечено 118 миллионов, почти 119 миллионов, это федеральные деньги. И муниципалитет вместе с нами разработали оперативную документацию, заявили в программу, нам ее поддержали. Поэтому процесс пошел. Детей немного, но надо понимать, насколько отдаленное и труднодоступное это село. Но село стабильное. Здесь 100% педагогический коллектив. Здесь приезжают дети учиться. Здесь не снижается количество детей. Они ждут опять первоклассника. Семьи из тундры приезжают, и дети обучаются. Поэтому вопрос не стоял о том, нужна или не нужна школа. Она, конечно, нужна. Но попробуем, и я уверена, что у нас получится ее откапиталить. Да, то, что мы сегодня видим, это такой, знаете, завершенный демонтаж и начало уже серьезных, наверное, строительных историй. Но материалы все завезены, понимание есть, надзор работает, заказчик тоже прекрасно понимает, что, каким образом двигаться, план работ есть. Погода не очень пока сопутствует, но вместе с тем рабочих достаточно на площадке. С понедельника заезжает новая бригада на кровлю уже и на само здание, и на здание интерната. Будем контролировать, понимая прекрасно, что непростой объект. Здесь нужно усиление, здесь нужны новые элементы фундамента. То есть все это подрядчик понимает, и заказчик тоже это контролирует. Реконструкция школы проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Помимо федеральных средств, при региональной программе «Все лучшее детям» дополнительно 12 миллионов рублей предусмотрено в республиканской и местной казне на укрепление материально-технической базы школы. Сейчас в образовательной организации учатся почти 40 школьников. 2 девочки с дипломами с отличием первой степени выпустились в этом году. Но им придет новая смена – первоклассники. Срок здесь стоит по контракту на конец ноября, и у нас на самом деле
задача, которую мы не имеем права не исполнить, это до конца года объект должен быть завершен, и дети должны будут зайти. Мебель, на самом деле, вся уже закупленное оборудование. Здесь 12 миллионов школа получила на необходимое учебно-лабораторное, учебно-методическое оборудование. Мебель, все это есть, но оно ждет своего часа, поскольку понятно, что первичное, основное – это само здание школы. Допускаю, что могут быть немного сдвинут график, но подрядчику сейчас еще раз четко было объяснено, что мы не имеем на это права. Дети ждут, это программа федеральная, и мы все заинтересованы в том, чтобы все было максимально сделано. Объективности ради надо сказать, что действительно материалов уже здесь практически все, очень много, и разными способами завозятся. Вот с марта месяца подрядчик зашел на объект, но будем контролировать. То есть я тоже сюда еще раз приеду, и здесь постоянно коллеги на связи на месте. Сообщаю вместе, параллельно внося изменения в документацию, а это тоже здесь требуется. Вскрылось очень много чудес, как это бывает. Но все будет хорошо, мы справимся. Подрядная организация «Тонус Плюс» уже не первый год работает в Инте. Строительная бригада занималась капитальным ремонтом ряда объектов Интинской центральной районной больницы. В Республике Коми эта организация была задействована в строительстве школ и зарекомендовала себя с положительной стороны. Сегодня строителям предстоит сделать практически невозможное – победить время, потому что устранение выявленных недостатков очень сильно сдвинуло сроки утвержденного графика. А объект, несмотря ни на что, необходимо сдать в текущем году. Сложности были следующие. Здание очень сильно было искривлено ввиду того, что брус, который опирается на свайное основание, был сгнивший. Здание не видело ремонта с 1968 года. За это время, то есть дождевая вода, грунтовые воды, копилась под полом, они сделали свое дело. Брус, который лежал просто на бетонных сваях, впитал в себя влагу, разложился и с годами проседал. Когда мы приступили к демонтажу, объем работ был уже понятен, когда уже вскрыли полы, когда уже начали демонтаж венцов, то есть под замену идет все, что было ниже отметки 0. На данном этапе сейчас идет окончание выравнивания здания, то есть в отметку 0, врезка лак из лиственницы, потому что лиственница у нас долговечный материал. После этого начнется уже сборка стропильной части кровли, укладка кровельного покрытия, сборка полов и установка окон. То есть будем закрывать тепловой контур уже. Подрядчик уверяет, что поставленную перед ним задачу понимает и считает выполнимой. Тем более, что поддержка со стороны заказчика у него имеется. Все вопросы, которые связаны с проектом и подготовкой сопутствующей документации, не затягиваются. Дополнительного финансирования работы не потребуют. На стоимости работы это не скажется, а на сроках будем стараться сделать так, чтобы технические решения технические решения у нас своевременно согласовываются с заказчиком, своевременно согласовываются с техническим надзором. Бывает так, что и проектное решение требуется рука еще проектировщика. Поэтому будем стараться успеть в срок. На время проведения капитального ремонта классы переехали в детский сад, который расположен в соседнем здании. Сюда же вернутся 1 сентября. Немного неудобно, но в тесноте не в обиде. Разве это срок в несколько месяцев неудобства, когда ремонт ждали несколько десятков лет? Наконец-то мы дождались долгожданного ремонта школы в селе Петрунь. Подрядчик приступил в марте месяце. Часть материала завозил по Зимнику, основную часть завел уже по реке. Работы у него идут полным ходом. Надеюсь, что он успеет в срок до конца года, до ноября, даже если задержка до декабря, он должен закончить все ремонтные работы и школу должны запустить. Сейчас мы находимся в здании садика, где куда временно учеников учебный процесс у нас переехал. Контроль, как говорится, у нас еженедельно тут на месте наши сотрудники, у нас фотоотчет, у нас есть группа села Петруни, мы смотрим, как продвигаются эти работы, лично приехал, зимой приезжал, когда они только начинали, демонтажные работы. Сейчас мы приехали, демонтажные работы закончены,
Надеюсь, еще осенью до приемки надо будет посетить, как идут, промежуточно посмотреть ход работы и уже там непосредственно на приемку приехать. Такое пристальное внимание к работам, проводимым в селе, оправдано. В этом году деньги и немалые сюда вкладываются из бюджетов всех уровней. Ремонт капитальный, а значит, надо его сделать так, чтобы хватило на долгие годы вперед. И это касается не только школы, но и ФАПа. Кстати, хоть в чем-то дождливое лето сыграло на руку в этом году. Когда несколько лет назад подбирали место для фельдшерско-акушерского пункта, остановились на участке в новой части села. Место было достаточно проходимое и сухое, но затяжные дожди показали, что сухо здесь только в жаркую погоду. А вот как сыро, как сейчас, место заболачивается. Поэтому срочно, пока не началось возведение ФАПа, в село приехали специалисты администрации и больницы и выбрали новый участок. На данный момент стройматериалы для медицинского учреждения завезены, как доставлено в село и новое оборудование и учебный инвентарь для школы. Во-первых, это же не только капитальный ремонт школы, это обновление всей материально-технической базы. Она уже все на месте, вот как раз находится у нас сзади в здании садика. Это и парты, и все будет новое. Это и станки, фрезерный, токарный, и швейный станок для девочек. Тут, допустим, полностью материально-техническая база будет обновлена, включая все учебники и все остальное. Дополнительно в этом году по линии Минздрава в рамках нацпроекта будет построен новый ФАП. Место уже определено. Подрядчик комплектует материалы уже в ИНТе. И надеюсь, что в ближайшее время баржа с материалом в полном объеме придет сюда. И будет также у нас приступят они к установке нового ФАПа. Поэтому в этом году, к концу года, у нас появится и новый ФАП, и новая школа. Надеюсь, жители будут довольны. Село у нас это своим производством, ООО «Петрунское» живет и никуда не девается, развивается, так скажем. Они в рамках народного бюджета там себе кое-что прикупали, там и маслобойку, там, и поэтому село будет жить. Ремонт школы – это прекрасный подарок коллективу, всем ученикам учебного учреждения, которому в следующем году исполнится 115 лет. Кстати, 5 лет назад на юбилее школы Александр Попов пообещал сделать все, чтобы школьники села Петрунь учились в условиях, которые соответствуют современным стандартам. Слова депутата от ИНТы не разошлись с делом. Мы убедились сегодня, что вообще работы ведутся. Руководитель стройки здесь, рабочие здесь. Он ответил на наши вопросы, когда будет приступать к следующим конструктивам, потому что пока в основном это шел демонтаж, выравнивание стен. Но мы убедились, что основные материалы на площадке, то есть кровельные материалы, утеплитель, отделочные материалы, окна. Осталось дозавести двери и систему отопления. Непростой объект. Сложная логистика, поэтому, безусловно, надо следить за каждым шагом. То есть любой просчет может обернуться серьезными потерями во времени, поэтому надо учитывать все. Но мы видим, что и контроль со стороны надзора от управления образования ведется, контроль со стороны подрядчика руководством ведется. И мы сегодня вместе с министром образования убедились, что этот объект заслуживает сегодня оценки удовлетворительно. Во время визита в село после инспекции ряда объектов глава муниципального округа и прокурор города провели прием по личным вопросам. На встречу пришла всего одна сельчанка, но вопросов у женщины накопилось очень много. Первый – задолженность по заработной плате в котельной села Петрунь, где работает муж обратившейся гражданки. У них стоит замена труб. Ну, не у всех же побыстрее. А замена какая может быть трубы, если зарплату не платят? Они должны были поменять трубы, а зарплату не платят. Естественно, они не будут делать. Пока зарплату всю не выплатят и авансы. Многие уже кто вышел давно в отпуск, а не было зарплаты, не отпускных.
Как объяснили женщине, котельное коммунальное предприятие подведомственное республиканской компании. И вопрос сегодня решается именно там. По данным, которыми обладает сейчас администрация Инты, в июле задолженность должны закрыть. Но пока финансирования нет, женщина написала обращение на имя прокурора. А также обратила внимание не только на личные проблемы, но и на сельские. Видели, в каком состоянии у нас дороги, тротуары. Допустим, с детьми где-то пройтись, там все сломано. Я могу вам провести, вот показать. Там у нас по тротуару, там у нас много где нарушений. Как вот, скажите, пройтись? Раньше можно было по тротуару спокойно пойти там до магазина, а сейчас приходится пенсионерам обходить. Это тоже, нагрузка лишняя. Потом. Тротуары какие-то, мостки деревянные? Да, материал давно завезен, лежит там возле коровника. Сельчанки объяснили, что материал этот хоть и был действительно закуплен для реализации проекта «Народный бюджет» и укладки тротуара, имеет законного владельца. Предприниматель, который несколько лет назад выиграл аукцион, трагически погиб до начала работ. А его наследники вступили в права поздно. Сроки проекта уже истекли, деньги на следующий год по данной программе не переносятся. Чтобы уложить столь необходимые в селе тротуары, нужно вновь принимать участие в народном бюджете. Но завезенный ранее материал использовать нельзя. За это уже полагается наказание, вплоть до уголовного. Ну и по поводу лошадей, чтобы их как-то пасли отдельно на пастбище. Гуляет по селу. Чьи лошади? Совхозные. На детские площадки. То есть разные собственники? Ну, большинство совхозные. На самом деле, по словам директора сельхозпредприятия «Петрунское», совхозных лошадей всего 3. Остальные животные частные. Сейчас уже никто не использует их как рабочую силу, но и пустить под нож у людей рука не поднимается. По селу лошадей гоняет гнус. И если для гостей отдаленного населенного пункта табун лошадей – это диковинка, то для местных жителей и в первую очередь детей – угроза. Также угрозой для жизни женщина считает отсутствие освещения в селе, особенно в осенний период. При этом она уточнила, что столбы есть, а освещения нет. Раньше у нас стоял стол, там был фонарик, как-то освещал территорию, можно спокойно до дома дойти, а сейчас вообще темень, не пройти. Тем более, вы же понимаете, дорог-то особо нету, а по осени это и лужи, и все подряд. А дети у меня маленькие, возрастные. Если так провалишься. Потом, что касается по поводу... Надо Геннадию Михайловичу точные места расположения и сколько светильников. Чтобы он нам передал, он посчитает, там не так сложно. Следующий визит в село Петрунь примерно этим же составом намечен на осень. Конец сентября, начало октября. К этому моменту уже вовсю должны идти отделочные работы внутри здания школы. А ФАП сдан в эксплуатацию.